Оперативная информация по одному из пособников членов НВФ разрабатывалась уже давно. Было известно, что в прошлом году он оказывал активное содействие участникам бандподполья. Неделю назад его удалось задержать. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий отделом МВД по Шатойскому району совместно с УР МВД ПЧР нами был установлен и доставлен гражданин Бисултанов Рамзан Хасанович, уроженец города Грозного. В ходе проведенной беседы Бисултанов признался в том, что он с начала февраля по июнь 2014 года, находясь на территории горно-лесистой местности Шатойского района, оказывал пособничество участникам, членам НВФ. По данному факту в отношении Бисултанова возбуждено уголовное дело по статье 208, части 2. Также гражданин Бисултанов указал местонахождение действующей базы бандитов. Видеосъемка, сделанная камерой мобильного телефона, не может отобразить, на какой высоте отвесной скалы находилась база боевиков. Полицейские Шатойского отдела внутренних дел вначале не могли найти ее. Задержанный Рамзан Бисултанов утверждал, что не был там, а просто знает ее местонахождение. Однако результат увенчался успехом. И вот уже оперативники внутри бандитского логова. В этих местах давно не было слышно про бандитов, но оказалось, что местом отдыха они выбрали село Верхний Дай. Рамзан Бисултанов рассказывает, что с ним был знаком активный участник бандподполья Муса Завгаев, который уничтожен 1 января этого года. Во время одной из встреч в прошлом году Завгаев рассказал Бисултанову, где находится база, в которой при случае можно укрыться. База находится в Верхний Дай. Он объяснил, короче, если захочешь, там все оружие, все есть. Как-то через людей услышал, что Муса умер, убили его. Перестрелка в Микенске. Убили, а так я сразу, как это услышал, сразу телефон сломал, бросил мусорную урну. В найденной базе оперативники обнаружили оружие, боеприпасы, продукты, а также ваххабистскую литературу. Бисултанов утверждает, что после уничтожения Завгаева с ним на связь больше никто не выходил. Следователи будут проверять этот факт. Сам задержанный уже сожалеет о содеянном. А решение по мере пресечения примет суд. Луиза Андиева, Мулат Линиев. Новости.